Добрый вечер, уважаемые слушатели. В течение всего этого года, совсем неподалеку отсюда, в Центре современной драмы и режиссуры работала лаборатория современной музыки 433. В рамках лаборатории проводились лекции, но самое главное, молодыми авторами под руководством отечественного композитора Александра Манацкого создавались произведения, которые были исполнены в Центре современной драматургии и режиссуры и драмы в марте 2020 года. А сегодня кульминационное событие лаборатории. У нас в гостях московский ансамбль современной музыки. Созданный в 90-е годы композитором Юрием Каспаровым при участии Эдисона Денисова, МАСМ стал пионером отечественного музыкального авангарда. Это был действительно первый профессиональный коллектив, в задачи которого входило продвижение современной по языку музыки. Сегодня на счету коллектива более 1000 российских и мировых премьер. Наш концерт сегодня я проведу не одна. Я приглашаю на сцену директора коллектива Викторию Коршунову. Здравствуйте, Виктория. Раз. Нет. Слышно? Да. Вот он поймал. Да, добрый вечер. Приятно здесь находиться, быть. Мы в Ижевской филармонии выступали, в Удмуртской филармонии, простите, Да. в городе Ижевске выступали несколько раз, в том числе и на этой сцене. Виктория, вот уже 10 лет в городе Чайковском, недалеко отсюда, работает Международная академия молодых композиторов. Ее основал МАСМ, а арт-директором академии стал композитор, чье произведение откроет нашу концертную программу. Это Дмитрий Курлянский. Академию уже стали называть русским Дармштадтом. Расскажите немножко о том, что вы там делаете. Вы знаете, мы по счастливому стечению обстоятельств как раз и на этот раз остановились в городе Чайковском. Правда, на этот раз только остановились музыканты МАСМа. Обычно академия состоит из минимум 50-60 человек, которые приезжают изо всех стран, абсолютно из разных точек нашей планеты, и все живут в этом маленьком, прекрасном, красивейшем городе, работая над новыми произведениями, постоянно общаясь. В этом году академия должна была быть, причем юбилейная академия, она должна была быть, как обычно, в конце августа и длиться до середины сентября, но, к сожалению, мы вынуждены были ее перенести. Все-таки она будет, и мы ожидаем в ноябре приезд многих музыкантов, многих композиторов. К сожалению, наши иностранные гости, скорее всего, будут общаться и преподавать онлайн, но зато будет много композиторов и исполнителей из различных регионов России, и Академия обещает стать интересным событием. Я очень до сих пор надеюсь, что ничто не помешает нам провести это замечательное событие. Благодаря Академии мы очень полюбили этот край, причем, как все знают, город Чайковский – это город Пермского края. Но географически он ближе к Ижевску. Именно поэтому Удмуртия и каждый раз поездка из Ижевска в Чайковский стала нашим традиционным событием, когда по дороге в Чайковский мы еще заезжаем в Воткинск и показываем нашим гостям, особенно зарубежным гостям, которые никогда в жизни бы не смогли выбраться бы так далеко, показываем родину Петра Ильича. Ну и, собственно говоря, Чайковский позиционирует себя как город композиторов. Да, у них там даже есть лаборатория, которая называется «Шкатулка композиторов». Вот у нас, например, целую шкатулку-то, наверное, не набрать композиторскую, молодых
Мы тоже хотим, чтобы у нас шла активная композиторская деятельность, а вот жителям города Чайковского здесь остается только позавидовать. Хотя все, конечно, начиналось непросто. Так Вы ведь? знаете, начиналось очень непросто, но сейчас Академия имеет абсолютно свои уникальные черты, которые ее отличают от всех других подобных композиторских курсов, потому что в рамках, собственно говоря, Академии, где проходят композиторские курсы, еще существуют курсы повышения квалификации. Кстати, я приглашаю преподавателей, Спасибо. педагогов также приезжать в Чайковский, потому что 72 часа Да. без отрыва, да, от производства как бы вы можете посетить, причем преподаватели потом получают дипломы государственного образца о том, что они прослушали курсы повышения квалификации. Во время академии идет масса просветительских концертов, концертов лекций, просто лекций интересных, встреч с интересными музыкантами и даже коллаборация с электронной музыкой, с электронными музыкантами. А в этом году, кстати говоря, на Академию приедет государственный ансамбль русских народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной с двумя проектами, с традиционной музыкой и также с проектом из произведений современных композиторов, которые пишут специально для народных инструментов, который называется «Открытый космос». Ну и, конечно, концерты МАСМа, Московского ансамбля современной музыки, который во время Академии учат новые произведения, которые только-только выходят из-под пера молодых авторов. Это очень интересно. Мы желаем вам, чтобы все, что вы запланировали, осуществилось, и чтобы 10-я Академия стала одной из наиболее запоминающихся в хорошем Спасибо, смысле. мы будем надеяться. Но вернемся к Дмитрию Курлянскому и поговорим о том произведении, которое откроет нашу концертную программу. На первый взгляд его можно назвать программным. Произведение называется и объясняет тот принцип, по которому оно устроено. Оно называется «Obversion» — «возражение». Но если название сочинения прочитает музыкант, который знаком с партитурой, то у него сразу возникают ассоциации, что это не просто произведение, имеющее название, но произведение, написанное для гобоя. Как мне кажется, изначально начальная версия композитором создавалась именно для гобоя. Да, действительно, Дмитрий Курлянский получил заказ написать произведение для гобоя и фортепиано в рамках исполнительского конкурса для духовых инструментов, и в частности как раз как обязательную пьесу для гобоя. Этот конкурс проходил достаточно уже давно, лет 10 или 12 назад, и именно в силу предназначения эта пьеса виртуозная, концертная, яркая, но все, что полагается для духовика-солиста, показать возможности владения своим инструментом. То, что вы сказали про название, действительно, «оброшен», «об» обведено в скобочках, и все музыканты знают, что «об» — это обои, да? Гобой, да. Вот. В прошлом году, именно перед 9-й Академией, Дмитрий Курлянский обратился к нашему флейтисту Ивану Бушуеву и попросил сделать версию для флейты с фортепиано, что, собственно говоря, Иван и сделал. Поэтому, собственно говоря, название «Obversion» сейчас не совсем актуальное. И я, кстати говоря, накануне нашей поездки даже созвонилась с композитором, и он предлагает теперь называть «Full version». Хотя тут немножечко утрачивается игра слов, но зато оно теперь больше соответствует действительности. Назовем его так, как назвал композитор в оригинале, «Obversion», Дмитрий Курлянский для флейты и фортепиано. Мы приглашаем на сцену Московский ансамбль современной музыки в составе Иван Бушуев, флейта, Олег Танцов, кларнет. Простите, сейчас выйдут только Иван Бушуев, флейта, да, и Михаил Дуба, Дуба, фортепиано. Да, совершенно верно. Итак, мы приглашаем музыкантов на сцену.
Thank you.
Ольга Раева, отечественный композитор, проживающий в Германии. Это имя, с которым массам связывают, в общем-то, довольно долгие годы сотрудничества. И это становится понятным даже по тому составу инструментальному, для которого написано то произведение, что продолжит нашу программу. Оно написано для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Составу не случайному, составу лунного пюре Шонберга, произведение с которого фактически начинается 20 век, век современной музыки. Что вы скажете, Виктория, об этом произведении и вообще о самом составе? Часто ли композиторы прибегают вот к такому, ну, с одной стороны, не классическому составу инструментов в ансамбле? Вообще это очень распространенный состав, популярный состав для музыки 20 и 21 века. Можно сказать, что он универсальный, потому что наличие в ансамбле двух духовых, двухструнных инструментов и фортепиано дает очень большие возможности для комбинации самых разных инструментов внутри этого состава, но и, соответственно, квинтет. Будем точны, на самом деле не только у нашего ансамбля такой состав, и это сочинение Оля Раева написала для наших коллег из Франции. Кстати говоря, они так же, как и мы, все откладывают мировую премьеру, потому что Ну, понятно, из-за пандемии многие мероприятия отложены, и не мы должны были быть первыми, кто представит это сочинение публике. Но получается, что сейчас вот именно в этом зале состоится мировая премьера этого произведения. «Пять богателей». Олю Раеву мы знаем давно, еще когда она была совсем юной студенткой, в начале Эдисона Денисова, а потом Владимира Тарнопольского. И много сотрудничаем с этим бесспорно талантливым, очень интересным автором. «Пять богателей» были написаны в 2019 году. И как Оля сама об этом пишет, вернее, Ольга Раева об этом пишет и говорит, в основу этих богателей была положена задача найти тонкие взаимодействия между инструментами, которые исполняют эту пьесу. И еще такой интересный факт. Она написала это сочинение, когда после длительного пребывания в Париже вернулась в Берлин и совершенно по-новому увидела этот город, в котором живет очень долго, очень давно, больше 20 лет. Итак, я хотела бы теперь пригласить музыкантов на сцену для исполнения «Пяти богателей» Ольги Раевой, а именно Ивана Бушуева – флейта, Олега Танцова – кларнет, Михаила Дубова – фортепиано, Романа Минца – скрипка и Ольгу Демина – виолончель.
Еще одно имя в палитре современной музыки — Сергей Невский. Тот, кто интересуется современной музыкой, кто интересуется музыкой вообще, наверное, не раз читал интереснейшие статьи и интервью композитора. Не менее интересна его музыка, а интересно, что в саму историю музыки композитор пришел под странной аббревиатурой СОМА. Что это такое? Я не могу сказать, что он пришел именно под этой Ну да. аббревиатурой, Ну, но во всяком случае, аббревиатура связано. действительно интересна. СОМА, так называлась группа сопротивления материала, которая объединила тогда совсем еще молодых композиторов. Это было в 2005 году, и в эту группу вошли Дмитрий Курлянский, Сергей Невский, Борис Филановский, Владимир Ранев, ну и потом присоединились к ним многие другие, Антон Светличный, Алексей Сысоев. Кстати говоря, они все у нас сегодня звучат в Вот я программе, про это между прочим. и, между прочим, эти имена сегодня звучат как имена уже таких мэтров современной музыки. Да, вот. Ну, дело все в том, что, наверное, объединяться в группы — это вообще популярная традиция среди творческих людей, среди Особенно в композиторов, молодости. в частности, по молодости. Вспомним даже в российской нашей новой истории группу АСМ-1, Ассоциации современной музыки, которая в 20-х годах 20 века объединила таких композиторов, как Рословец, Масолов, молодой Шостакович, Лурье, Дешевов, Половинкин. Или, например, АСМ-2, которая была воссоздана в 1990 году и которую возглавил Эдисон Денисов, которая объединила таких композиторов, как Смирнов, Фирсова, Тернопольский, Каспаров, Раскатов, Вустин, Шуць, Павленко и многих других. Ну и судьба этой группы, также, наверное, это тоже естественно. По мере того, как творцы, как художники взрослеют, они уже не столь становятся привержены к сборам, к декларации каких-то общих для идей, и каждый скорее опускается в свое собственное плавание. Но, насколько я знаю, до сих пор все композиторы, которые когда-то объединялись в СОМУ, очень тепло относятся к своему этому объединению. Ну, почти как «Le Six». Да. Шестерка французская. Совершенно верно. Ну, а сейчас я тогда продолжу. Прозвучит сочинение Сергея Невского. Оно называется странно «Фортепианный квартет. Мировая премьера кларнетовой версии». Да. Дело все в том, что с Сергеем мы сотрудничаем давно, нам приятно с ним, мы дружим с ним, и играли очень многие его произведения. Фортепианный квартет им был написан для скрипки, альта, виолончели и фортепиано. И так как многие произведения мы уже его камерные играли много раз, как-то я его попросила: Сережа, а может быть, что-то напишешь для нас новое? И вот тогда он решил сделать версию этого сочинения и не просто переписал партию альта на партию кларнета, но и, естественно, немного изменил партитуру. Вот сейчас мы и услышим мировую премьеру кларнетовой версии Сергея Невского.
Современная музыка, она интересна тем, что никогда не знаешь, что приготовил для тебя автор. И никогда не знаешь, совпадет ли затейливое название со столь же затейливым текстом, который таится в самом произведении. Вот так, например, в студенческие годы меня разочаровал, например, Сати своими дряблыми прелюдиями для собаки. Затейливое название оказалось, в общем-то, вполне импрессионистской пьесой. А что таит в себе половина собаки Антона Светличного? Да, интересный вопрос. Тот самый случай, когда название произведения не совпадает с художественной идеей этого произведения. И вот почему. Ну, во-первых, музыка, что приятно, была написана вот в этих местах, в городе Чайковском, когда Антон Светличный был приглашен в качестве студента на нашу Академию молодых композиторов. И уже тогда это сочинение называлось «Половина собаки». И, кстати говоря, совсем недавно я только выяснила, почему же такое название. Оказывается, в основе музыкального ряда используется саундтрек к немому фильму Бунюэля «Андалузский пес». Но так как это большой фильм и музыки написано на 20 минут, а сочинение звучит 10 минут, То есть это ровно половина той собаки. это ровно Собаки половина Бунюэля. андалузского пса. И композитор наш назвал это сочинение, я не побоюсь этого слова, действительно экстравагантно, половина собаки. Дело все в том, что действительно, если ты не знаешь предысторию появления этого произведения, ты будешь сидеть и гадать, но где же здесь собака, тем более ее половина. Все Я так ее оказывается ждал. так просто и прагматично. Антон Светличный, половина собаки для флейты, кларнета, виолончели и фортепиано.
Музыкальные инструменты. Давайте поговорим немножечко о них. Кстати, внимательные зрители и слушатели, наверное, обратили внимание, что произведения Антона Светличного исполняли не просто кларнет и не просто флейта, а бас-кларнет и альтовая флейта. И то произведение, что прозвучит сейчас, тоже связано с музыкальным инструментом. Его автор Алексей Сысоев. Да, вы знаете, Алексей Сысоев один из самых сейчас востребованных, очень талантливых композиторов московский, который, ну, становится просто ведущим, знаменитым композитором, я бы сказала сейчас. Автор произведений для самых разных составов, мультимедийных проектов. И тоже с необычными названиями, Да. как это любят композиторы современные. А то произведение, что прозвучит сейчас, называется «Марсиас». И связано оно с историей Древней Греции. Как ни странно, но греки почему-то не очень жаловали музыкантов, и они всегда заканчивали как-то так печально. Орфея, если вы помните, растерзали вакханки, а вот Марсий поплатился за то, что прекрасно играл на своем музыкальном инструменте. Будучи пастухом, он нашел инструмент на берегу ручья, его бросила Афина, и когда Марсий поднес ее к губам, инструмент сам исполнил мелодию Афины. А дальше это занятие настолько увлекло пастуха, что он бросил вызов самому богу Аполлону. И Аполлон принял этот вызов и устроил соревнование. Но членами жюри были подчиненные Аполлона, музы, поэтому, естественно, они присудили пальму первенства Аполлону, а с Марсия заживо содрали кожу. Алексей Сысоев, «Марсиас» для флейты соло исполняет Иван Бушуев.
Виктория, скажите, пожалуйста, как часто музыканты МАСМа произносят фразу «Мы не можем это сыграть»? Вы знаете, они произносят эту фразу, но скорее произносят в шутку. Потому что, честно говоря, я не могу вспомнить произведения, которые, ну, они не могли сыграть. Ну, это просто выдающиеся мастера. Им, по-моему, подвластно вообще все. Но часто как раз исполнитель, который сталкивается с произведением современной музыки, вот произносит именно эту фразу. Я с кем не разговаривала, скажем, исполнители, которые только начали играть современную музыку, и встречаясь с композиторами, они говорили: я не могу сыграть это. На что композитор говорит: иди, занимайся. Музыкант идет, занимается, и оказывается, что он осваивает новый композиторский прием техники 20-21 уже века. Да. Ну, можно сказать, и 20, потому что 20-е столетие, по-моему, выработало основной арсенал приемов, которым пользуются и сейчас. На самом деле, вы знаете, это очень интересный вопрос взаимоотношений композитора и исполнителя. У нас в России, тогда еще в Советском Союзе, из-за того, что была страна закрытая, исполнительская школа современной музыки отставала от того композиторского мышления, которое уже было на тот момент. И поэтому в 90-е годы многие произведения, которые сейчас играют легко студенты Московской консерватории, тогда считались просто верхом сложности. Ну и хочу вам сказать, еще нужно иметь, конечно, специальные мозги, потому что если человек не хочет узнавать что-то новое, если ему приятно находиться в рамках традиции, welcome и прекрасно, всегда можно слушать классическую музыку, которая не устареет никогда. Для того, чтобы играть современную музыку, надо еще и быть очень-очень любопытным человеком. И я уже понимаю, почему вы затеяли этот разговор. Конечно. Потому что сейчас прозвучит произведение Бориса Филоновского. Мы не можем это сыграть. Такая, знаете, все помнят, наверное, фильм Феллини «Репетиция оркестра». Да. И скорее это произведение посвящено не сложности исполнения современной музыки, сколько взаимоотношениям между музыкантами или же инструментами во время репетиции. Остается добавить только, что это произведение завершает наш концерт, и объявить состав Московского ансамбля современной музыки. Иван Бушуев – флейта, Олег Танцов – кларнет, Михаил Дубов – фортепиано, Роман Минц – скрипка, Ольга Демина – виолончель и директор коллектива Виктория Коршунова.
Тебя, кажется, не бемоль. Написано вибратиссимо. А, ты про это? Это у меня дальше. Палец болит. Теперь без виолончели. Ладно, еще раз. Эй, не надо этого идиотского пицциката. Надо помочь. Ты следующий раздел играешь? Ты следующий раздел играешь? Раз так, я поиграю свою каденцию.
перепутали партию? Попозже. Вот теперь можешь поменяться. Так, что дальше? Что дальше? Нет, я имел в виду вот эти картинки. Еще раз. Ага, только нежнее. Я, кажется, чего-то не доиграл. Слушай, я тебя просил больше не бренчать. Вы что, оба прикалываетесь? Ну а теперь с самого начала. Еще раз. И еще разок. Теперь с вашими длинными нотами. И, наконец, без паузы.
берется обертон. Не берется обертон. Не берется обертон. Не берется обертон. Не берется. Слушай, мы уже закончили. Хорош. Ну давай, смелее. Вперед. Давай. Я понимаю, что не понял.